А между тем, 5 и 6 марта в Якутске пройдет региональный этап Open Innovation Startup Tour «Цифровой регион», крупнейшего в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов. Участники этого конкурса поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей. И в этом состязании участвует предприниматель Геннадий Бубенчиков, который сегодня у нас в гостях. Доброе утро, Геннадий. Расскажите о том проекте, который вы будете там представлять. Начнем с конкурса. Это самый масштабный конкурс в России и СНГ по привлечению инвестиционных проектов. Мы конкурс предоставили производство урн для раздельного сбора мусора из морозостойкого пластика. А сколько участников вообще участвует в этом конкурсе, кроме вас? На сегодняшний день подано 170 заявок. А в чем вот особенность вот этих вот урн и почему вы пришли вот именно к этому проекту? Что вас к этому сподвигло, может быть? Сподвигло давно, когда я работал инженером в одной из организаций крупной. И там зашел вопрос, когда мусор сортируется, это уже не мусор, это уже сырье. Соответственно, оно кому-то нужно. Пластик, допустим, добавляют куда-то в плитку, кто-то делает дорожную, тротуарную плитку, бумагу перерабатывают в картонные коробки, допустим. Так что это не мусор, это сырье становится. А на кого ориентирован вот этот ваш продукт? На всех, у кого есть мусор. Офис, автобусная остановка, квартира, частный сектор. То есть все могут пользоваться подобными Все могут урнами, пользоваться, да. А вы уже внедрили вот свои Да, продукты? установлены в 3 предприятиях. Это Саха-Транснефтегаз, это Майтона и Республиканский лицей по Аюнскому находится. Получается, ваши урны, они вот трехсекционные: для пластика, для бумаги, для стекла. Они могут быть хоть сколько секций. А вот остальной мусор куда вот вы его деваете? Он не сортированный. Вот, Там же один отсек все время есть несортированные отходы. и туда вот все, да? Да. Ага. А вот процесс изготовления этой урны, сколько он по времени занимает и насколько это экономически эффективно по сравнению с нашими классическими металлическими баками? Процесс изготовления занимает 1 день. Стоит она в зависимости от количества секций. Поэтому для крупного предприятия это не так дорого, а для частного или, допустим, для квартиры, то там можно сделать и поменьше бюджетный вариант. А в среднем какая стоимость данной? В среднем стоимость 4-секционной урны 14 тысяч составляет. Одна секция 3,5 тысячи. А, допустим, она удобна для того, чтобы вот наши мусоровозы подъезжали, там выкидывали, или это только вот такие небольшие секции? Или можно вот прям бак вот сделать? Можно, конечно, и бак сделать, можно все что угодно продумать. И почему мы так и назвались из морозостойкого пластика, что оно для наших климатических условий. До минус 60 этот материал остается эластичным, прочным. И его вот наши мусоровозы, вот, опять же, с классической схемой могут... Там нужно будет, можно и усилить, и что-то продумать. Это опять же инженерная задача. Можно продумать все, что угодно. А как вы думаете, за какое время обычный обыватель, обычный житель города Якутска может привыкнуть сортировать свой мусор? Пластик, стекло, за сколько дней? Вот, Иван Петрович. Да, вот сколько дней? Да. Не знаю. Мы себе в офисе поставили, нам очень интересно сортировать. Это даже забавно подходишь, так и бумажку в бумажку, пластик в пластик. Но это занимает какое-то время. Да так еще и дома же надо, так получается, отдельный пакетик для Для бутылочек, стекла, отдельный да. для этого. Да, а почему бы нет? Можно же и для квартиры сделать маленькую компактную урну. В принципе, да. Сейчас мы разрабатываем для детского сада. То есть она будет пониже, наклоненная, и там будут мультперсонажи. Бумажку, бутылочку правильно. кидает. Спасибо, Геннадий, за то, что подошли к нам в студию. Отличная идея. Хочется пожелать вам новых, интересных, каких-то инновационных проектов, которые активно будут внедряться у нас в Якутии и, соответственно, дарить чистоту нашему не только родному городу, но и всей республике. И желаем вам победы Спасибо. в этом Спасибо. конкурсе.